Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Өзүңүздөр бүгүн көп болгондой, бүгүн Кыргыз Республикасынын футболдук союзунун башчылыгына мени дайындашты. Эми мындан ары ошол футболдун өнүктүрүүсүнө, Кыргызстаныбыздагы футболдун өнүктүрүүсүнө толук бойдон күч аракетибизди жумшайбыз деген ойдомун. Суроолоруңуздар болсо жооп берейин. Эми туура бир жагынан бул бүгүнкү милдет мен үчүн сегодняшнее назначение, то есть выбор президента нашей страны для меня это есть поручение. Поручение нашего уважаемого президента, который меня попросил возглавить данную федерацию и в дальнейшем оказать содействие. Я понимаю, что у меня мало времени, я понимаю, что у меня и других должностей, и других работ хватает, но тем не менее эта работа, занятие футболом, развитие футболом, для меня это по душе, я люблю футбол. Я думаю, таким образом мы достигнем каких-то результатов. Президентке кызматка келдиңиз, жумушту эмнеден биринчи баштайсыз? Азыр биринчи сөзүңүздү айттыңыз. Аймактарда стадиондорду курабыз деп, жана кандай стадиондорду курасыз, кандай футболдук академиялар? Биринчи эле жумушуңуз эмнеден башталат? Сиздер жакшы билгендей, мына бүгүнкү күндөгү футболдун кандай акыбалда экенин баарыңыздар жакшы билесиздер. Кайсылар региондо кандай стадион бар, ал стадиондор кандай акыбалда турат, муну бүт кыргыз элибиз баары билип турат. Мына азыр ушундай футболдун бүгүнкү акыбалында мен ушу футболду, кыргыз футболун кабыл алып жатабыз. Так. Эми эң негизинен мен ойлойм бир 3 проблеманы биз негизинен чечишибиз керек. Бул биринчиден футболдук инфраструктураны өнүктүрүү Кыргызстан боюнча. Бул негизги маселе болуш керек. Кыргызстаныбыздын бардык жерлеринде футболдук стадиондор иштеш керек. Мына азыр карасаңыздар, ар бир райондорго барсаңыздар, райондордогу футболдук стадиондордун баардыгы талкаланган. Эч бир аларда футбол ойноого шарт жок. Ал жерде жаш балдарды ойнотконго шарт жок. Эч кандай инфраструктура жок. Негизги эле бир 3-4 эле стадион бар. Мына Оштогу бир стадион, Жалал Абадтагы бир стадион, Бишкектеги эле стадион калды. Башка стадиондор жок. Ал эми Бишкектин өзүнүн ичиндеги чоң стадиондордун бардыгы же приватизация болуп кеткен, же болбосо алардын ордуна мына торговый центрлер курулуп калды, же болбосо алар бүгүнкү күндө не существует да. Ошонун негизинен биз ойлоп атабыз, футболду өнүктүрүүнүн биринчи шарты бул футбол инфраструктурасын өнүктүрүшүбүз керек. Кыргызстаныбызда бардык шаарларда, бардык райондордо жакынкы айларда ошол футболдук стадиондор бардыгы өз ордуна келиш керек. Бул биринчи маселе. Андан сырткары Кыргызстаныбыздын ар бир айылында футболдук аянтчаларды курабыз. Ар бир айылында футболдук аянтчаларды курабыз. То есть Кыргызстан жакынкы күндөрү футболдук мамлекет болот. Футбольная страна будет. Все будем заниматься футболом. От малых детей, которые со школьных возрастов до пенсионеров, все будут заниматься футболом. Каким образом? Потому что мы им создадим условия. Мы создадим условия всем, кто любит футбол. Так? Если в данный момент существует несколько десятков футбольных полей, в будущем будет существовать несколько сотен футбольных полей по нашей стране. Это есть поручение нашего президента, уважаемого. Поэтому эти вопросы, это поручение мы выполним. Таким образом, наши таланты будут расти в отдаленных районах. Это первый. Это первое, что-то мы должны футбольную инфраструктуру развить. Это раз. Во-вторых, мы должны на местах, особенно в городах, в разных городах, возродить юношеский футбол. Детско-юношеские футбольные клубы должны открывать. Детско-юношеские футбольные академии должны открывать. Футбол, так же, как и другие специальности, это и есть профессия. Футболу нужно учиться.
Футболу нужно обязательно не просто так пойти на улицу или выйти и футбола погонять и стать футболистом. Нет. Это и есть последствия того, что мы сейчас где находимся. Футболу нужно учиться, как и другим профессиям. Так же, как химикам, так же, как физикам, агрономам и другим профессиям. То есть, если в университетах учат на какие-то специальности на 5-6 лет, а футболу нужно учиться десятилетиями, с малых лет. То есть, с 7-8 лет, уже начиная до 16, 17, до 18 лет, обязательно нужно существовать футбольной академии, которая будет обучать наших детей. Поэтому мы будем возрождать детские и юношеские футбольные академии на местах. Во всех городах, сколько у нас городов сейчас, во всех городах нужно возродить их, особенно в больших городах, это в столице. В столице нашей страны, Бишкеке, нет футбольной академии. А как мы еще будем надеяться на то, что там мы где-то будем выигрывать, где-то будем показывать какие-то результаты? Поэтому нужно, чтобы показать результаты, где бы свою страну предоставлять достаточно на высоком уровне, мы обязательно должны своих детей обучать. Это второе условие. Третье условие. Мы должны усилить внутренний чемпионат нашей страны. Внутренний чемпионат. То есть в чемпионат должны приглашать сильных игроков, создать условия. Например, сейчас вот в Джалабаде сейчас строится новый, почти стадион полностью, почти капитальный ремонт проходит. Почти новый будет стадион. В Джалабаде в данный момент строится новое поле, футбольное поле, которое в нашей стране еще не было. То есть с новыми технологиями гибридное поле. Там искусственное с естественным травой будет строиться. То есть через 2-3 месяца уже закончится. Точно такое же поле сейчас будет строиться в учебно-тренировочной базе футбольного клуба «Мурас» в Бишкеке. В скором времени точно такой же ремонт будем проводить, капитальный ремонт, центральный стадион. Так? В этом году будем восстанавливать стадионы, капитальный ремонт будем проводить в город Карабалте, в Токмаке. Уже деньги выделены, средства, финансы есть. Так? Кроме того, будет строиться сейчас, то есть ремонт проводится в Ваше, в Кочкарате, так? На базе клуба Дордой, на базе клуба Абдышата. То есть в этом году уже мы начинаем приступать к восстановлению инфраструктуры, футбольной инфраструктуры по всей нашей стране. Поэтому, естественно, с этими условиями будет усиливаться внутренний чемпионат нашей страны. То есть в нашей стране сейчас в данный момент выступает около 10 команд в высшей лиге. В этой команде будем приглашать лучших, хороших, профессиональных футболистов из других стран. Вот только тогда мы можем развиться. Мы не просто так, чтобы там где-то взяли футболистов с улицы, из каких-то команд, и будем кричать, что мы победим. Нет. Мы должны профессионально подготавливать своих футболистов. Поэтому мой приход в данную должность также обуславливает тем, что я должен этим заниматься. Обязательно будут результаты. Это будет обязательно результаты. Посмотрите сейчас, в каком состоянии мы находимся. И через 2 года в каком состоянии будем находиться. Это вы, уважаемые журналисты, запомните. И обязательно у нас будут результаты. Обязательно наша страна продвинется вперед. Кроме того, мы насчет национальной сборной команды. Мы должны изменить принцип отбора футболистов в национальную сборную команду. Так? Мы должны пригласить своих же игроков, которые находятся в других странах, играют. О них не должны забывать, они наши люди. И таким образом, я думаю, мы будем усиливаться. Кроме того, мы будем выделять и со стороны государства, и будем привлекать инвесторов, финансирование. В несколько раз возрастится сейчас финансирование футбольного союза. Это даст свои плоды.
Рахмат, кийинки суроо. Кийинки суроом былтыр билебиз 31-августта президент Садыр Жапаров Оротто жаңы стадиондун ачылышына, курулушуна капсула салган. Ал стадиондун курулушу азыр кандай этапта, анан качан бүтөт, анткени качан бүтөөрү айтып элек. Жаңы стадиондун курулушу боюнча, ал боюнча да президент маган тапшырма берди. Бул боюнча дагы азыр мына буквально бир ушу бир өзүңүздөр да барып көрсөңүздөр да болот, бир 10 күн, 15 күн ичинде курулушту башталат. Биз ойлоп атабыз, ушул бир 2 жылда жаңы стадионду куруп бүтөбүз деп. Буюрса, бул жумушту дагы мен өзүм колума алдым, президенттин тапшырмасы негизинде. Себеби дегенде эми мамлекетибизде билесиздер өтө көптөгөн чоң объектилер курула баштады, бирок кайсыл бир объектини, кайсыл бир адам көзөмөлгө алыш керек болуп калды да. Ошондуктан 2 жылдын ичинде Кыргызстаныбызда 40 миңдик жаңы стадион курулуп бүтөт. Бирок быйыл биз уже Спартак стадионун капиталдык ремонтун өткүзөбүз.